Тұран университетінде Қазақстанның борыштық саясаты тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Онда елдің қаржылық тұрақтылығы мен экономикалық өсуіне тікелей әсер ететін маңызды мәселе талқыланды. Шараға экономисттер, қаржыгерлер, мемлекеттік органдардың өкілдері және сарапшылар қатысты. Олар Қазақстанның борыштық жүктемесінің қазіргі жағдайын, сыртқы және ішкі қарыздардың құрылымын, сондай-ақ борыштық саясаттың тиімділігін сөз етті. Если бы вот с бюджетом не было нормальной ситуации, конечно, вопрос о долге не стоял таким образом. Многие страны это делают, но когда с бюджетом такое состояние, проблема долга не обострилась. Проблема долга обострилась. Я хотел бы, вот доклад у вас размещен на сайте, хотел бы на двух моментах обратить внимание. Долг, внутренний долг. В КАСе у нас вот в прошлом году правительство взяло 3 триллиона тенге. Бюджетных в сетке этого нет. Почему? Серый Ахмеджанович, почему нет этого? То есть, когда президент утверждает доходы и расходы, бюджет на год утвердил, этих денег не видно. 3 триллиона, внутренний долг. Государство, правительство, естественно, рассчитывается, Минфин, на 240-260 миллиардов тенге. Откуда взялась вот сумма 2 триллиона? Откуда эта сумма появилась? Почему? Почему парламент, конечно, проморгал? И в этой связи, конечно, стоит вопрос о том, чтобы исследовать проблему долга, анализировать, прогнозировать, составлять график платежей. Теперь получается вот каким образом? Что делать с бюджетом? Если вы платите сразу долг, это 3 триллиона, 7 триллионов получается. А 7 триллионов бюджета нет таких денег. 2 триллиона с большой нагрузкой. Поэтому, дорогие друзья, я думаю, мы проблему долга мы действительно должны обсуждать. Это наконец становится открытой темой. В печати не все цифры, правда, опубликованы, но большинство цифр имеется, сад данных, по которым мы можем судить. Но это все прогнозные, понятно, правительство потом вносит изменения в закон. И поправки все время в течение года уточняются, многократное количество поправок, где-то до 100 с лишним поправок доходится. Бюджет приводит в соответствие с теми стратами, которые мы делаем. Экономисттер Қазақстанның борыштық саясатының артықшылықтары мен кемшіліктерін, сондай-ақ оны жетілдіру жолдарын баяндай отырып, сыртқы қарызға тәуелділікті азайту, ішкі қаржы нарығын дамыту және мемлекеттік қарызды басқарудың тиімділігін арттыру қажеттігін атап өтті. Время идет, старые кадры уходят, вроде бы то, что сейчас мы говорим, это просто хорошо забытые старые, надо все это делать, статистику, даже вот я помню с Рахманом Алшановичем сидели, мы обсуждали, мы не могли статистику найти официальную. Я, например, делал запросы министру, допустим, экономики, Арстан делал министру финансов, они тоже не могли нам ответить, не могли дать нам статистику. Но это проблема такая, что нужно, как говорится, над этим поработать. И вот то, что вот вопросы, которые Рахман Алшанович поднимает, реально, за последние годы, я не скрою, я участвую в различных там конференциях там, и так далее, в том числе международных, как член международных федераций, но эти вопросы не поднимались. Поэтому я считаю, что это очень важный вопрос, надо нам его двигать. Без вашей помощи, без ученых, это никогда ничего не двинется. Развивающиеся государства на земном шаре, они все очень разные. Невозможно сравнивать, допустим, например, нашу страну с другими развивающимися государствами, где структура совсем другая. У нас структура такая же, как в Норвегии, как в Нигерии, как в Малайзии, как в странах, где есть сырьевой сектор, развитый. Вот с ними можно сравнивать, и долговые проблемы у нас одинаковые. Но другие развивающиеся страны, они имеют совсем другую характеристику. Поэтому, наверное, Международная финансовая организация четко еще не определились с критериями, с долговыми лестницами для развивающихся стран в целом. Дөңгелек үстел барысында Қазақстанның борыштық саясатын жетілдіруге бағытталған ұсыныстар жасалды. Бұл басқосу Қазақстанның борыштық саясаты елдің экономикалық болашағы үшін өте маңызды екенін тағы да дәлелдеді.